Всем привет, наша программа продолжается. Я напомню, мы работаем в прямом эфире. Дмитрий Каретко с вами. 13 августа, пятница. Ну, все, протокольная информация закончилась. Друзья, в сентябре в республике стартуют гастроли Государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия. Подготовка идет полным ходом. Сегодня у нас в гостях директор и худрук театра Сергей Юнган. Сергей, доброго начала дня вам. Здравствуйте. Знаю, что непростой у вас период. По всему Поволжью перемещаетесь, бываете в театрах, где будут проходить гастроли вашего театра. Но нам-то, жителям Башкирии, конечно, интересно, бывал ли театр у нас, бывали ли лично вы здесь, насколько хорошо знакомы с нашим театром и так далее. На самом деле здесь мы уже были, мы приезжали сюда в феврале, потому что для того, чтобы организовать этот тур, который проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта, и гастроли, которые состоятся с 4 по 8 сентября на сцене Башкирского театра оперы и балета, нам необходимо было бы приехать вместе с нашими техническими службами для того, чтобы посмотреть театр. Потому что мы везем сюда огромное количество декораций, тоже световое оборудование, две огромных больших фуры. Ну, вы представляете, где находится Якутия. Вы с Якутии гоните фуры в Уфу? Конечно. Ну, то есть не с Якутии, а с другого города, где до этого будут проходить гастроли? Ну, сначала из Якутии. Сначала мы гоним фуры в Казань, а потом уже из Казани сюда. И у нас придумано так, что мы гоним две разные фуры, которые идут в разное время, потому что мало ли вдруг что случится, и хотя бы из двух фур придет одна. Потому что когда фура едет по Якутии, там горная порода, и может быть так, что фура может просто не доехать. Слушайте, а когда вы въезжаете в Башкортостан, там Уральские горы, вот Белорецк, ну, живописно в любом случае, хоть это радует, да, в этом плане вам, конечно, понравится. Ну и место намоленное театру оперы и балета в Башкортостане, знаете, носит славную историю. Вот что касается, вы заговорили о декорациях, вообще такой тренд, и в опере, и в балете это огромное количество декораций. И не совсем понятно, почему. Что это? Возможно, в целом упал уровень артистов в России, в мире, или это, по мнению постановщиков, режиссеров, как-то наоборот обогащает все происходящее на сцене? Музыкальный театр, театр оперы и балета, эти жанры, они достаточно монументальные. И всегда это самый дорогой вид искусства. Если в драматическом театре можно как прием использовать отсутствие декораций, можно сделать декорации из самых простых материалов и использовать пустую сцену, работать только на свету, но, к сожалению, а может быть и к счастью, театр оперы и балета, он требует достаточно больших затрат, красивых, больших декораций, потому что, ну уж так сложилось, так повелось, что в нашем театре, в театре зрелищном, необходимо вот это крупное, большое сценографическое решение и огромное количество костюмов. Ну, к большому количеству костюмов мы тоже привыкли. Вообще, что касается того, что вы везете в Уфу, там ведь много необычного на самом деле. Ну, для Республики Башкортостан совершенно точно, если ознакомиться с спектаклями, которые вы к нам везете. Кстати, что везете, и дальше мы уже будем по порядку останавливаться на каждом из них. То есть мне нужно сначала перечислить все, или останавливаться сразу же по порядку? Давайте так построим. У вас будет мюзикл. У нас будет мюзикл «Калейдоскоп иллюзий». Мы открываем наши гастроли 4 сентября. Это спектакль, который создавался специально для нашего театра. Это мировая премьера, мюзикл о жизни в Инстаграме, мюзикл о блогерше, который хочет заработать 50 миллионов лайков. Идет к этой цели, идет к этой мечте, берет кредит. А что получается в итоге? Ну, конечно, получается переосмысление жизни, получается некий такой перелом. Но раскрывать сюжет я не буду, но могу сказать, что классная декорация, зрелищные костюмы. Но мюзикл на оперной сцене. Это на оперной сцене. Это необычно, это интересно, потому что сама тема интересная. Сама тема реальности о реальности. Мы сегодня, вот вы сидите, может быть, зрители не видят, но вот рядом с вами лежит телефон. Да что, я его периодически достаю. Да, и то есть получается такая некая параллельная жизнь. То есть мы с вами общаемся здесь, и здесь еще какая-то жизнь. Не только заканчивается выход в эфир, мы сразу же переходим туда, в ту, смотреть сторис, в другую сторис. Что Кто там написал, какая-то некая другая реальность. И, собственно, об этом этот спектакль. Но интерес этого спектакля в том, как раз-таки для зрителя, вы говорили про декорации и костюмы, в том, что за 40 секунд артисты балета полностью переодеваются, меняют образ, меняют костюмы и, исчезая со сцены, появляются вновь и предстают в абсолютно другом облике. И это, на самом деле, очень интересно. В Якутии как приняли этот спектакль? На ура у нас были раскуплены все 4 премьеры, билетов было не достать, собственно, это показатель. Ну и то есть этот мюзикл, он относительно новый? Это премьера нашего юбилейного театрального сезона. Премьера состоялась вот только что в мае. И зритель Башкирии увидит его... Премьера в Башкортостане. Ну, конечно. Хорошо. Есть и мои любимые Ильф и Петров.
С ними что связано? Какой к нам? Это что? Это опера, балет? С вашими любимыми Ильфом и Петровым Обожаемые. связан наш эксцентрический балет «12 стульев». Те зрители, которые смотрели когда-то фильм Марка Захарова, одноименный фильм Марка Захарова «12 стульев», будут приятно удивлены. Марк Захаров снял гениальный фильм, но Геннадий Гладков, композитор, после удачи этого фильма расширил оркестровые партитуры, расширил клавиры и написал новое произведение. Сохранив те все шлягеры, которые есть в фильме, создал балет «12 стульев». И ноу-хау этого балета в том, что в этом балете Элочка разговаривает. Так, подождите, вы везете к нам мюзикл, балет, в котором разговаривают. Да. Хорошо, а как этот спектакль у вас в Якутии приняли, что говорили? Этот спектакль у нас шел по 3 раза в месяц. Премьера состоялась 14 февраля 2021 года. Мы везем к вам самые новые спектакли. Это такие короткие реплики, когда вы говорите, что разговор там... Но вы не обратили внимания на самое главное. Так. Элочка Элочка. разговаривает. В лексиконе Элочки не так много слов. Хотя мы-то привыкли, что разговаривает там один человек в основном, да? Ну, конечно. Мгм. Но он молчит. Но он молчит, он А танцует. костюмы? Как у Захарова. М, в фильме? Костюмы не могут быть как у Захарова, потому что все-таки это новое художественное произведение. Костюмы и вообще спектакль создавался белорусской командой театра «Территория мюзикла». Спектакль яркий. Сергей, я вам как белорус Да. скажу, что мы белорусы плохого не делаем. Ну, собственно, вы как белорус должны прийти на это. Я обязательно приду на этот спектакль. Хорошо. Есть и блюда для детишек. Чиполлино, будет воскресный день. Воскресный день 5 сентября. Да, и 2 мы- спектакля. Это для детей. Родителям обязательно необходимо вести своих детей, просто потому что... Потому что спектакль хрестоматийный, Хрестоматийный, история мгм. добрая, красивая, хорошая. Всем хорошо известно. Конечно, конечно. Мгм. Ну, собственно, кроме вот этой детской истории Чиполлино, которая будет 4, вернее, после «Калейдоскопа иллюзий» 5 сентября, 6 сентября в понедельник у башкирского зрителя есть уникальная возможность сравнить хореографию Григоровича костюма Версаладзе в исполнении якутского театра, потому что совсем накануне пройдет башкирская версия спектакля «Лебединое озеро». Мгм. А 6 сентября в понедельник пройдет якутская версия спектакля «Лебединое озеро». Вы знаете, звучит как минимум. Очень мощно. Ну, а в чем особенность этого спектакля, как вы считаете? Ну, по Григоровичу понятно. Мы все ходили в наш театр оперы и балета, мы знаем, что это классика, что сложно придумать там что-то новое. Здесь какое основное отличие, как вы считаете? Этот спектакль исполняет якутская труппа. Якутская труппа. Это тот же самый спектакль Григоровича, но в абсолютно другом исполнении, потому что у вас есть возможность сравнить наш замечательный балет, балет Якутского театра оперы и балета, исполняющий ту же самую хореографию Григоровича. Я думаю, что у ценителей оперного балетного искусства есть замечательная возможность увидеть эту разницу. И, может быть, влюбиться в наших премьеров балета. Ну, я что так, тоже понимаю, важно. я так понимаю, что билеты на спектакль уже есть. Конечно, в наличии. билеты уже в продаже с мая на сайте театра оперы и балета. Вы знаете, такой вот вопрос. В Уфе прикормленный зритель, он даже местами капризный. Особенно это касается всего, что связано с оперой, с балетом. Насколько сложно ездить с гастролями в такие города, как Уфа, например? Как Казань та же самая. Ну, в Казани я могу вам сказать, Ну, вы там учились. что в Казани я учился, но на самом деле я всю жизнь мечтал приехать в Уфу, учившись в Казани, но у меня никогда не получалось. И вот только в этом году впервые я побывал в Уфе, собственно, получил невероятное наслаждение. Это было минус 30 в феврале. И, Это что ж вы ну, из минус да. 30 в плюс 30 в августе? Да, из минус 50 в Якутии, в минус 30 в Башкирии, это было лето. Мгм. Вы знаете, у нас особый резонанс, вот, к примеру, в Ульяновске. Сегодня в Ульяновске нет билетов на «Калейдоскоп иллюзий». Почему-то люди, мы думали, что будут популярны более классические балеты, но на самом деле зрители в разных регионах, в Башкирии интересуются одним, в Татарстане другим, в Ульяновске третьим, в Вишкороле четвертым. И на самом деле вот этот срез регионов очень интересно наблюдать, потому что разная публика. Короче говоря, вам самим интересно, что получится в нашем городе. Сергей, у нас время, к сожалению, вышло. Вы знаете, вы как приедете в Уфу, мы постараемся вас поймать в этой студии вместе с артистами оперы или балета. Неважно, главное, чтобы вы здесь были и поделились впечатлениями от, возможно, первых 2 концертов. Мы с нетерпением ждем зрителей 4 по 8 сентября в Башкирском театре оперы и балета на гастролях Саха оперы и балета. Да, сегодня у вас будет пресс-конференция в агентстве Башинформ. Эльмар Разиновичу большой привет.
Конечно. наш большой друг. Вам хороших гастролей не только в Уфе, но и по всему Поволжью. На этом наша передача подходит к концу, друзья. Хорошо это или плохо, не знаю, но в любом случае впереди долгожданные выходные. Пока, пока.